13 сентября в Республиканском медиацентре состоялось торжественное мероприятие, посвященное заключению соглашения о строительстве парка будущих поколений Республики Саха-Якутия в городе Якутске. Конечно, общественные пространства важны для каждого жителя, для нас, потому что особенно ковид показал, что когда мы оказываемся там, запертыми в 4 стенах, хочется же выйти на свежий воздух и где-то погулять в уютных пространствах, почувствовать, как хорошо и приятно на свежем воздухе именно. Да? У нас в республике вообще хорошо появился в 2017 году сейчас именно понятие приоритизации. То есть городская среда стала приоритетом в государственной политике. И с 2017 года стартовала программа формирования комфортной городской среды, которая финансируется из федеральных источников. И благодаря этому мы сегодня, республика в том числе, активно участвуем в этой программе. И появилась возможность заниматься именно такими интересными современными проектами. И хочется очень таких... мы сейчас очень рады, что подписан указ о социально-экономическом развитии города Якутска. И здесь именно в городе Якутске мы должны пример показывать. А у нас библиотека, это вообще... Библиотека, она сегодня... Мне очень нравится коллектив библиотеки. Библиотеки сегодня вообще в России, они все нуждаются в реновации. То есть библиотека сейчас физически просто книгу почитать, детей же очень трудно привлечь. Молодежь нужно привлекать не только тем, что есть бумажные книги, а еще какими-то интересными событиями и мероприятиями. Национальная библиотека Республики Саха-Якутия выступила якорным резидентом будущего парка и членом команды разработчиков концепции парка будущих поколений. Отметим, что масштабный проект реализуется по поручению главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева. Еще в 2019 году Национальная библиотека Якутии провела социологическое исследование на тему того, каким видится парк будущих поколений якутянам. Изучались мнения как детей, так и родителей. На анализе данных была разработана предложенная библиотекой концепция. Мы видим наш парк будущих поколений как то место, которое на самом деле объединит многих ради одной миссии, для того, чтобы развивать наши будущие поколения. При этом мы, конечно, видим, что Национальная библиотека будет играть одну из ключевых ролей. То есть наша молодежь должна уметь не только читать, но и работать с информацией уже в таком современном виде. И думаю, что те идеи, которые Национальная библиотека сегодня имеет, и которые уже начинает реализовывать, я думаю, они найдут место обязательно в парке будущих поколений. Мы надеемся на такое плодотворное сотрудничество и уверены, что у нас все получится. Парк будет построен в 79-м квартале столицы республики. Срок ввода запланирован до 2025 года. Это будет первое круглогодичное открытое пространство, учитывающее климатические особенности региона. На территории будет создана масса возможностей для активного отдыха, проведения различных мероприятий на открытом воздухе. Проект направлен на формирование экосистемы, обеспечивающей условия для полезного досуга и творческого, интеллектуального, духовного и физического развития подрастающих поколений. Сегодня такое знаменательное событие случилось, подписание строительства нового парка поколений, будущего парка поколений. Это очень знаменательный день, буквально выходных от празднования День города. И город у нас молодой, у нас развивается, и уже давно назрела необходимость создания такого общественного пространства именно для детей и молодежи. В мире и в России уже есть такие места, уже библиотеки умеют работать с такими пространствами, библиотеки интересны в таком формате. И мы хотим, чтобы в наше место, в наше пространство приходили все. Мы всем создадим равные условия, предоставим услуги, которые будут востребованы населением. И хотелось бы, чтобы наши дети тоже были обеспечены всеми теми современными условиями, которыми пользуются их сверстники во всем мире.